рамках федерального проекта в разделе рейтингового голосования на платформе Минстроя России улица Мережкова в 2021 году выиграла право на благоустройство. Жители новости очень обрадовались до тех пор, пока не узнали, что отремонтировать по проекту планируют только одну сторону. Каждый сегодня задается вопросом, почему не могут благоустроить всю протяженность улицы. Тем более, что без внимания оставили самый проблемный участок дороги. Он проголосовать, я вот это. Юрти проголосовать, 70% уютно проголосовать, это улица. Где халус метик би, а школа метик би, все проблем, я сказал. Голосовать, я голосовать. Конкурс объявить, شمول ده حمشقدان شمول حمشقدان لاحظ. تيجي حبيرج دقة ونمستوي كاش مالدرج يا أسفشيني يا تهم يا هارني شيء أسفشيني يا تبيرجت سير تخجلج خوات خبواتج اشت أيزده هماجده اشتيج مالو الفنارك شيء خزين ويلا يه. شبرايات يلا حاول دلتا حملت الدقنا برجع أبو بمل تغير تدمير الجدير إزل كيلومتر خيوخات متر بيع. زغلش ده تجيب مليون خيوخ. Чуа надеется, да, бехта, чуа ахигат, масни даже дети голосовать дишь. Аж придумано хамдахтс. Голосовать, да, честно выбрать, да, Яндери Юртер, Яр-Яр, ну, Мережкова улица. Там не было написано, что это половинка Мережкова улицы будет освещение. А сейчас они почему-то, там не просто асфальт, освещение, благоустройство улицы Мережкова, что проект есть. А так, хижь даже, мы укшара, каждый сахт, догрдежи, хижь, да, наконец-то какой-то веки, а был бы. Хастун хатсу хожу, булшлахтыш, игр даже не сабо, вообще хабах как-то. Почему не начали? Игр муаба, с той стороны почему не начали? Почему дети с этой стороны будут ходить в чистой обуви в школу, а с этой стороны грязной обуви в школу? Тем более на этой стороне есть еще одна школа. Там же есть на той стороне еще одна школа. Просто я хочу понять, почему ложат в этой стороне или пол улицы ложат. В рамках федерального проекта на долгожданный ремонт улицы Мережкова было выделено 4,5 миллиона рублей. Финансовых средств, по словам главы Кантышева, хватает только на ремонт одной части улицы. Это 520 метров асфальтирования и освещения, а также 520 метров тротуара местных средств. Ту сумму денег, которая выделена, хватает только по этим рабочим, хватает только по этой части, по этим 520 метров. Отсюда туда, если мы начинаем прокладывать, если с той стороны, если начать с улицы Грейдерной и до этой улицы Заурова, идет 900 с лишним метров. Получалось, если оттуда, если начать, не пол улицы, часть улицы было бы асфальт сделано, а часть улицы не сделана. Хотя бы даже до школы дойти, это не хватило бы. И в связи с этим было решение оттуда начать. Именно этот участок дороги отбирал общественный совет, куда входят и депутаты Кантышева. Выделенные Минстроем денежные средства на благоустройство распределяет администрация Назрановского района. На момент начала голосования министерством проводится сбор данных от администрации муниципальных образований городов и районов. На что Назрановским районом были представлены две центральные улицы. Улица Мережкова в сельском поселении Кантышева и улица Мальсагова в сельском поселении Яндери. По этим двум территориям они выставили рейтинговое голосование. После проведения рейтингового голосования в 2021 году эти территории были выбраны на 2022 год. После предоставления федеральным центрам субсидий на реализацию федерального проекта было проведено распределение по муниципальным образованиям. Каждую общественную территорию им, исходя из их показателей, им выделены федеральные средства. Назрановскому району на 2022 год досталось около 4,5 миллионов рублей на реализацию этого проекта. Территория, которая осталась, если в бюджете Назрановского района, администрации Назрановского района, не в сельском поселении Кантышева, администрации Назрановского района имеются средства, то они могут также со своего бюджета направить средства на дальнейшее благоустройство этой территории.
По словам жителей улицы Мережкова, их никто не собирал и мнения тоже никто не спрашивал. Здесь надеются, что проблема будет решена, ведь федеральная программа направлена на то, чтобы сделать жизнь комфортнее. Лена Цычоева, Хамзат Холухоев, Новости 24.